Испытано на себе. Отсюда мы стартуем. Это место называется Юхта, да? Река Унгра. По ней 60 километров до устья, где она впадает в Алдан. И по Алдану уже пойдем вверх. Самый большой приток реки Лены – Алдан. Берет свое начало на юге республики Саха, Якутия. Об этой удивительной реке я уже рассказывал ранее в фильме «Шепот Алдана». Один из труднодоступных и красивых участков этой реки протекает через земли Иенгринского и Винкийского национального наслега, а потому попасть сюда не так просто, тем более по воде. Помимо труднодоступности и отсутствия транспортной сети, потребуется еще и разрешение от местных родовых общин на посещение этой территории. А также необходимо разрешение от Комитета по экологии, так как на начальном этапе водный путь проходит по реке Унгра, а это уже особо охраняемая природная территория. Река Унгра образуется от слияния двух притоков – левой и правой Унгры, берущих свое начало у подножья кряжа Зверева. И в отличие от большинства горных рек Якутии, вода в ней абсолютно прозрачная. Излюбленное место нерюнгринских рыбаков. По сей день не утихают споры и всякого рода интриги по поводу контроля над данной акваторией. А лично мне больше нравится верховье Алдана, куда мы и прорываемся. Два с половиной часа спуска по Унгре, и мы в Алдане. Теперь идем вверх. Докуда это возможно? Ну, здравствуй, Алдан! А почему прорываемся? Да потому что в верхнем течении Алдан не столь могучий судоходен и имеет несколько порогов третьей категории сложности. Но основным же препятствием для лодок, на мой взгляд, служат так называемые россыпи, в которых река разливается среди сотни тысяч камней и становится весьма затруднительно отыскать необходимую струю для выхода. Нам повезло, и мы отделались лишь легким испугом. Так как уровень воды в Алдане был выше среднего, то россыпи мы прошли по воде, не прибегая к обносу. В надежде, все мокрые, вчера дождь, что здесь будет избушка. Но, как оказалось, наши надежды не оправдались. Избушка вся течет, и там крыша. Ну, одно название. И палатка, между прочим, вон та, которая вот эта вот, она зимняя.
И поэтому очень сильно пропускает дождь. И прям целая струя вчера всю ночь капала мне в лицо. А еще долбит мошка. Комаров нету, но мошка такая противная. Ну пока вот так вот первый день встречает у нас Алдан. Но вчера зато были такие классные шахматы, интересные прям. Ух, маневров столько было. Всю ночь не переставая шел дождь. Было очень сыро, мокро. Очень вкусно отужинав блиночком, мы переночевали в палатке. Ну и сейчас, судя по карте, нам осталось пройти еще километров 10. И будет место, где мы забазируемся. Оттуда уже будем совершать, хотел сказать, набеги, разведку территории. Так, прибыли на место дислокации на ближайшие 3 дня. Ну что, друзья, 2 замечательные дневочки. Отдохнули, выспались, намылись в бане и готовы и полны решимости двигаться дальше в Верховье, еще выше, по Алдану. Ну, сегодня план минимум — это Малый Алангро дойти. Ну а максимум, куда я хочу попасть, конечно, на Алангро. Там мне нравится долинка. Сборы почти закончены. Лодки у нас облегчились, да? Бензинка есть? Много облегчились. Взяли по 100 литров. Давай. Едем на полном экстриме. Едем только в одну сторону, в обратно будем сплавляться На веслах. на веслах. Поэтому у нас экспедиция такая. В один конец едем. А на обратной дороге нет. Точку невозврата вот сейчас мы проходим, да, дальше. На воде мы там еще не были, там же никто не был на воде еще. Ну да. Туда еще никто не добирался на водометах. Мы первопроходцы будем, да? Ну все, спасибо этому дому. Двигаем дальше. Пришло время рассказать о цели нашего путешествия. Прежде всего, это проверка водного маршрута, чтобы в дальнейшем этим путем совершать заброску продовольствия и ГСМ в оленеводческие стойбища, находящиеся в верховье реки. Инспектирование родовых общинных земель на предмет наличия браконьерства, мониторинг общего экологического состояния и поиск новых кормовых оленьих пастбищ. В общем-то, обыденная рутина для Андрея Александрова, который является председателем оленеводческого кооператива, в который входит сразу несколько ивенкийских родовых общин, одна из которых – Алдан, на территорию которой мы и держим путь. Подъезжаем к базе!
Накачали, ребята. А дождик льет и льет. Весело вам? Сразу видно, друзья, что тут обитали люди, знающие толк в рыбалке. Смотрите, коптилка. Как пахнет. Коптилочка. Как аккуратно сделана. На закате прошлого века здесь стояли геологи, поставили базу. Потом геологи ушли, базу поддерживали еще, скажем, рыболовы-любители. Да? Здесь как-то все это обустроили, в частности и коптилку сделали. Но, видимо, в последнее время уже возможностей поубавилось сюда добираться, поэтому база немножко пришла, так сказать, в запустение. И вот, кстати, в принципе, как и один из вариантов, что предлагает Андрей, это попробовать сюда на зиму перекочевать оленеводом, чтобы восстанавливать здесь, восстановить уже жилые постройки, привести все в порядок. Ну, как вариант, почему бы нет, да? Все готово, кстати, вам. Это солнечная батарея стоит. Ну тут, видимо, уже этот, смотрите, тут Мишка позахаживал. Видите, рамы выбиты. Там тоже он даже в дом залез. Мишка тут ходит, бродит, коловродит. Вот. Залез там, набедокурил. Хулиган такой. Там уже печку затопили. Ребята, сколько дров заготовлено. Ну, по-хорошему, да. Заселяйся сюда зимой и живи. Только все в порядок приводи. Если для Андрея это трудовые будни Эвенка, то вот для меня это, конечно, возможность отснять и поделиться с вами красотой этих мест. И несмотря на то, что я уже проходил верховье Алдана, тем не менее в моей фильмографии вот этот участок остается белым пятном. И даже многие знатоки, кто знает Алдан, кто ходил по нему, после просмотра фильма «Шепот Алдана» спрашивали, почему так мало получилось сплава и почему нету, ну, много мест отсутствует. А все потому, что я утопил камеру, на которой как раз таки вот этот участок я снимал. Когда мы его прошли, попали, причем даже не в порог, а просто совершенно вышла случайность. Мы пошли в ночь, напоролись на камень, дернула катамаран, камера выпала и все. Ну я тогда это воспринял, что Алдан это настолько вот, для Южной Якутии великая речка, что ему нужно было дать дань, да, или какое-то жертвоприношение сделать. Вот я тогда понял, что он забрал камеру, может быть, потому что сами духи не захотели показывать эти места, потому что на самом деле, ну, это как раз таки один из красивейших участков реки Алдан.
Август, друзья, это богатое время на дары нашей якутской природы. Это время сбора грибов, ну и, конечно же, ягод, одна из которых в этом году особенно много, это голубика. Конечно, более ценен ручной труд, и знатоки собирают, особенно голубику, руками. Но нам на вечерний компот мы можем, чтобы сэкономив время, прибегнуть вот к такому приспособлению. Так называемый совок для сбора ягоды. Удобно, быстро. Просто иногда он заминает ягоду. Ну а так, сейчас. Вот. Раз. И вечером будет морсик у нас. Не морсик, вернее, а компотик с голубикой. Брусника еще на подходе, она еще зеленовата. Но уже скоро, недельки через 2, начнется и брусника. Сколько ягоды много, ребята, сколько много их, а? Это вот ручей Чоя. Мы приняли решение подняться еще выше, до устья Алангро, где Алангро впадает в Алдан. Там хорошая избушечка. И там стать лагерем. А в качестве бонуса нашей поездки, конечно, будет рыбалка. Ведь в Алдане рыба есть. Не знаю, как насчет тайменя, но вот линка и хариуса уж точно в избытке. Ну что, друзья, небольшой лайфхак. Что делать, когда закончились опарыши, а поклевка только началась? И тут стоит стая хариусов, которую нужно выловить. Вот. Пенопласт. Пенопластовые такие штучки. Берем, отрываем пенопластик сюда. Ну вот честно, уже 2 хариуса вытащил. Ну все. Это в карман убираем. Вот такая получается у нас приманочка. Ну пойдемте, будем пробовать. Вот, ребята, подсекаем. Какой гигантус. О. Хороший, здоровый. Вот что пенопласт делает, только закинул. Вот это мы называем хорошая рыбалка на Алдане. Опачки, популечки. Давай, давай сюда. Обана, обана. Ну что, будем пробовать еще? Сколько там разрешено? По-моему, если не ошибаюсь, 3 или 4 хариуса. 2 я уже поймал, еще 2 осталось. Други, только забросил, а? Только забросил. Вы дадите мне за плавком понаблюдать? Да, конечно, азарт — великое дело. Очень сложно остановиться, когда идет поклевка. Но свою норму на сегодня я выполнил. 4 больших взял. Поймал, конечно, больше, но маленьких отпускал. А взял таких 4 больших. Так что сегодня будет уха и жарешка.
Вы знаете, я понимаю, почему порой ивенки так ревностно относятся к чужакам и тем более браконьерам на их территории. Занимаясь оленеводством, большинство из них по полгода находятся безвылазно в тайге, где нет супермаркетов, куда можно прийти купить, например, то же мясо или рыбу. Чтобы обеспечить себе пропитание, они вынуждены добывать зверя и ловить рыбу. Это и есть их традиционный промысел, образ жизни. А наша человеческая жадность превратила нас в ненасытных браконьеров. Выбить все зверье, вычерпать всю рыбу сетями и уехать дальше. А им тут жить, растить детей. Это место, это большое Лангро. Приехали с инспектированием посмотреть на предмет браконьерства. В этом году уже участились случаи. Сюда люди приезжают, горожане, не ставя в известность администрацию и общины. Уже только по моей информации раза 3-4 сюда приезжали люди, на танках приезжают. Потом после них представителям родовой общины приходится приезжать, убираться здесь, наводить порядок. Здесь, к сожалению, я увидел, что люди, многие приезжают, конечно, пытаются что-то вроде прибрать за собой или что-то еще, но тем не менее они наносят ущерб природе. Вот эти вот стекла, вот этот пластик, который у нас, это борьба, это очень мирового масштаба. Я это наблюдаю постоянно, здесь нет такого, чтобы они его за собой мусор вывезли, убрали, ловят рыбу, скорее всего, бесконтрольно. Я не могу людей обвинять, но скорее с этого года мы начнем инспектировать здесь и зимой, и весной, и круглогодично, и летом, и осенью. В беседе с Андреем я понял, что им не жалко. Ловите рыбу, но на удочке или спиннинг. А если охотитесь, то самок и капелух не трогайте. Вот она, основная заповедь настоящего охотника, почитающего закон тайги. Записи в бортовой журнал. На 10-е сутки мы собрались в обратный путь. Вода очень здорово упала, так что впереди будет очень много проблемных мест. Включая те шахматы, которые мы пытались сюда преодолеть, но из-за того, что вода большая, нам удалось найти струю нужную. Но сейчас не знаю, как будет, потому что вода здорово упала. Ну, в общем, отправляемся. Отправляемся домой. Дорога домой навсегда короче и приятней, но за поворотом подстерегают очередные трудности и приключения. Всем привет!